По данным 2009 года в Молдове состоит на учете 9 тысяч незрячих. Из них 4 тысячи полностью слепые, инвалиды первой группы. В Камрадском историко-краеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное Ивану Пантелеевичу Додоглу, одному из этих 4 тысяч незрячих. Талантливый и не упавший силой воли и силой духа. Встреча с человеком, который, несмотря на свою такую повернувшуюся жестко судьбу, он не потерял силу воли, силу духа и продолжает, казалось бы, невозможное. Кроме того, что он удивляет нас своими стихами, он и физическими такими упражнениями силовыми. Иван Додоглу родился в бедной семье и первые 6 лет был вынужден обучаться в интернате. Страсть к чтению победила в нем, несмотря на слабое зрение. Сегодня он поэт и выпустил сборник стихотворений под названием «Откровение». Мне больше всего нравится стихотворение, которое я написал 10 лет назад. Называется «Женщина в черной вуале». Оно небольшое, но философская. Женщина в черной вуале, вас не могу я забыть. Если бы только вы знали, что я не смею просить. Быстро мы с вами расстались, рок оказался сильней, но до сих пор вы остались тайной грустью моей. Вот наступила расплата с черным ударом судьбы, и покатились куда-то годы, в которых не вы. До 2000 года у Ивана Пантелеевича была очень тяжелая жизнь. Пока маломальски видел, работал грузчиком, писарем, выучился на агронома. Зрение продолжало портиться. Денег на операцию собрать так и не удавалось. Детство зрение слабое было. Но оно с каждым годом все ухудшалось, насколько я помню. У него минус, не помню, 11-12 где-то, по-моему, если не ошибаюсь, было еще в молодости это. Ну, потом уже все начало падать. И, короче, за последнее время он уже, я помню, что он один остался, скитался, без дома, без ничего, это было такое. Несмотря на все жизненные сложности и полную слепоту, Иван Додоглу не сломался по жизни и, кроме того, что стал поэтом, занимался тяжелой атлетикой. Гвозди связывает в узлы, цепи разрывает на части и чутко держит связь с белым светом доступными ему способами. Где-то лет 10 назад я с ним познакомился поближе. И увидел, что действительно человек чистый, честный, открытый. И на его долю выпало очень много решений. Но тем не менее он не жаловался. Понимаете, горе человека оно меняет, но слабых людей, оно убивает, а сильных людей оно меняет в более лучшую сторону. Как отметил сам Иван Пантелеевич, своей деятельностью он пытается доказать коварной судьбе, что слепой – это еще не списанный человек и может стать выше всех трудностей.